Курманбек Эргешевич, пожалуйста. У меня Какие тот же вопросы? вопрос. Вот как раз с этим молодым человеком мы встречаем, несколько раз встречались в Если административном разрешить, я суде. дам пояснение. Ранее я занимал должность главного специалиста юридического отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и непосредственно занимался вопросом касательно подачи исковых заявлений в административный суд. И на декабре месяце я перевелся в ротации. Всё, Да. понятно. Так. Вот я хотел еще раз уточнить у вас. Имеет ли право структурные подразделения, управление, мэрии подавать заявление на саму мэрию причем в виде искового заявления, а не просто заявления? Ну, как уже ранее было сказано, здесь необходимо смотреть на организационно-правовую базу и также полномочия по положению данного департамента. И так как Департамент по управлению муниципальным имуществом является самостоятельным юридическим лицом, мы вправе обращаться в суд за защитой своих прав. Ну, я Ответь. не буду вдаваться в подробности. Вот данный товарищ, полагая, что наш вопрос не может быть рассмотрен в Конституционном суде, он подавал апелляционную жалобу, когда я ходатайствовал о приостановлении дела в связи с принятием производства моего ходатайства Конституционным судом. Вы и сейчас полагаете, что поставленный Курманбек нам Эргешевич, вопрос этот права вопрос не уже может не быть? касается Это- нынешней его должности. Он же представитель. Нет, Поэтому он в Конституционном представляет суде, Госагентство архитектуры, вот как строительства и представитель жилищно-коммунального архитектуры, хозяйства. Вы сейчас вопросы задаете по поводу тех событий, которые происходили во взаимоотношениях с структурными подразделениями мэрии. но и связанные Хорошо. с Они не конституционным связаны, да. судопроизводством тоже у меня здесь возник вопрос. Я могу ответить. Вы сейчас считаете, что вопросы права, мое ходатайство не может быть рассмотрено в Конституционном суде? Он подавал такую апелляционную жалобу там. Уважаемый Курманбек Эргешевич, ну, во-первых, на тот Сказали. момент я исполнял свои прямые функциональные обязанности и поручения руководства, раз. Во-вторых, если ваше ходатайство было принято Конституционным судом, то оно для местных судов оно является обязательным приостановление до рассмотрения Конституционным судом. Обратите В любом внимание. случае, По поручению Нет, руководства. в любом случае, что Данный товарищ является, действует что всегда. может являться предметом для рассмотрения Конституционного суда, это решает только Конституционный суд. Да. Что он будет являться, никто либо другой, тем более государственные органы, не могут оценивать с этой точки зрения действия или какие-либо документы где-либо находящиеся. Это так, скажем, чтобы всем понятно было об этом, да? Там Конституционный суд является главным орудием Конституции самой Конституции. Это механизм, который работает только на защиту и на требования, которые вытекают из Конституции. Да. Это чтобы всем понятно было. Хорошо, у вас есть еще вопрос, Курманбек Эргешевич? У вас нет вопросов? Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Уважаемый судья, есть вопросы? Присаживайтесь. Спасибо.